Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде «Вакада раббука алла та'буду илля ия ва бил валидейни ихсана». Всевышний Аллах сказал, смысл: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям». Недавно я посетил дом престарелых, в котором во времена Союза были двое, трое или десяток пожилых из числа кыргызов. Но на сегодняшний день их количество достигло 50%. К большому сожалению, это наши с вами отцы и матери. Мы надеемся, после просмотра нашего ролика ваше отношение к родителям изменится на 100% в лучшую сторону. Сколько времени прошло после смерти вашего отца? Пятого числа месяца Рамадан текущего года покойному отцу будет 9 лет. Покойному отцу, так как он умер в 2006 году, 12 лет, как он покинул нас. Отец умер в 2007 году, и тогда будет 10 лет, как он умер. В 2007 году, 8 сентября, скончался. 8 марта будет 7 месяцев. Сколько времени прошло, как умерла ваша мать? Как умерла мама, прошло 1,5 года. Как умерла мама, прошло 30 лет. Почти что 5 лет. В 2000 году, в мае месяце, какие есть дела, которые вы не успели сделать при их жизни, а теперь сожалеете о прошедшем? Когда я был маленький, всегда говорил маме: когда я вырасту, то обязательно построю вам большой дом. Так как раньше в домах полочки были пристроены к стенам, я спрашивал маму: а зачем нужны нам эти полочки? Мама же отвечала: сынок, эти полочки нужны для того, чтобы ставить твои тетрадки и сумки. Тогда мне было около 7 лет. В то время я только начал ходить в школу. Я всегда мечтал построить большой дом, в котором будут отдельные большие шкафы для одежды и вещей. Я всегда мечтал о том, что мои родители совершат паломничество. Сожалею, что я так и не успел поспособствовать этому. Но и это судьба. На то воля Аллаха. Мне всегда казалось, что я насовсем останусь с родителями. Буду помогать им во всем. Но оказалось, когда человек вступает во взрослую жизнь, все, о чем мы мечтали, меняется. Такова была наша жизнь. Мы стали отдаляться от родителей. На сегодняшний день я очень сожалею о просьбе отца, которую я так и не выполнил при его жизни. Как-то раз он дал мне старинную обувь, сшитую на заказ, вручную, и чепкен, халат, прадеда. Отец хотел видеть меня в них, на хутбах, которые иногда транслировались по отечественному каналу. Да, я по молодости сделал ошибку, то ли не воспринимая всерьез, то ли стесняясь. Я так и не надел ни разу ни то, ни другое. А стоило бы хотя бы раз на время, как мгновение, перед выходом на хутбу надеть тот самый чепкен, халат отца. Он этого ждал. Становится печально, что не сделал то, совсем малое, чего он так хотел. Увидеть меня в нем. Мой совет вам, дабы не сожалеть, как я, о несодеянном. Сегодня, сейчас успейте сделать то, о чем вас просят родители. Радуйте и почитайте их, пока они живы. Я не успел сделать одно дело. Это была моя заветная мечта — совершить паломничество с отцом. Я не смог помочь родителям должным образом.
Каждый раз, когда я совершаю паломничество, вижу множество сыновей, совершающих паломничество со своими отцами. Сожалею, что я не успел быть рядом с отцом. Хотелось бы, чтобы отец во всех моих успешных делах сопровождал меня, делая дуа для своих внуков и внучек, баловал их, чтобы он просто был рядом с нами. Но на все воля Аллаха. Отец был сильным человеком, чего не могу сказать о себе, по крайней мере сейчас, сегодня. Я был в пути, не доезжая до Кадамджая, мне позвонили с аула, сказали, что он, отец, уже умер. До сегодняшнего дня меня гложет тот факт, что не успел встретиться взглядом, попрощаться. На данный момент вы очень скучаете по матери, отцу, но если бы он или она были бы рядом с вами, как бы вы назвали ее? Мамой бы назвал маму. Мама, сказал бы я. Если была бы рядом, припал бы к ногам ее, сказав «мама, мамочка», обнял бы, вдыхая запах ее. Я помню последние слова своей матери. Когда ее оперировали во Фрунзе, мы были тогда еще маленькими. Много людей собрались дома. И я подумал, они собрались для встречи мамы после больницы. Мы были маленькими и не понимали ничего. Знали соседи о том, что после операции она может и не выжить. Ее привезла скорая помощь, завели в дом. После чего люди начали ей что-то говорить, но она не отвечала. А оказалось, что в тот момент она прощалась своей жизнью. И тогда отец сказал ей: «Вставай, пришли дети твои, поздоровайся с ними». Она приподняла голову и сказала: «О, дети мои, как же я соскучилась по вам». Это ее последние слова, которые я не могу забыть по сей день. Мать нас родила, 9 месяцев носила, 2 года кормила нас и посвятила всю свою жизнь нам. Любовь матери, в этом чувстве заложена огромная сила, свет, забота. Она наполняет мир маленького человека радостью, целостностью. Материнская любовь — это сознательная или бессознательная самоотдача, посвящение себя. Чувство матери — это чистый, тихий свет, который освещает собой мир. Любовь матери — это энергия, дающая силы и возрождающая. Поэтому я думаю, мама, мы не смогли бы оправдать вашу любовь к нам.
Вы соскучились по папе. Как бы вы назвали его, если бы он был рядом? Если бы он был рядом, как бы вы назвали его? О, папочка мой. Думаю, нет лучшего слова, чем папа. Да, я скучаю по отцу. С тех пор, как я потерял его, чувствуется, что я потерял свою опору. Когда он был жив, все было хорошо, с помощью его мольбы за меня. С прошлого года я чувствую, что нет тех молитв, которые он делал за меня по ночам. И никто не сможет молиться за меня так, как это делал он, мой отец. Вы соскучились по папе. Как бы вы назвали его, если бы он был рядом? Последние годы отца я называл отцом любимым. Отцом любимым. Ах, если бы он был рядом. Насколько же мы глупы, люди, которые не ценим родителей при их жизни. Папа говорил: будешь сожалеть, когда меня не станет. Обычно папа встречал меня с улицы, говоря: «Пойдем, сынок», и по сей день я скучаю по этим словам. Я соскучился. Вопрос. Что бы вы посоветовали тем, у кого родители живы? Будьте благородными, великодушными по отношению к родителям. Ведь им достаточно просто хорошего отношения к ним, приятной речи. Многие оставляют лучшее из дел, такое как доброе отношение к родителям, для того, чтобы заняться второстепенными вещами. Немалая часть молодежи сегодня уважает и почитает своих друзей больше, чем родителей. Также подчинение мужей и женам и превознесение их над родителями стало характерной чертой нашего общества. Это происходит по причине слабости веры и духа. Родители ухаживают и заботятся о детях долгое время, но приходит время, и уже у них появляется потребность во внимании. Дети обязаны заботиться о родителях. В их отношении должны проявляться все оттенки предпочтительности. А награда от Господа последует обязательно. Исполнять долг перед родителями, подчиняться им, быть учтивыми, добрыми и великодушными – великая обязанность каждого мусульманина. Люди, у которых родители живы, я хочу сказать вам, вы самые счастливые. Люди, помните, что вне зависимости от вашего отношения к родителям, вам будет их не хватать, когда их не станет. И тогда вы будете раскаиваться в том, что сделали или не сделали для них что-либо при их жизни. Так давайте же заботиться о них сегодня и всегда. Иногда им не хватает совсем малого, порой просто материнской заботливой улыбки. Необходимо ценить, уважать, почитать родителей, пока они живы, чтобы потом не сожалеть о содеянном. Мой совет вам – обращайтесь хорошо с родителями. Дарите им подарки, ведь для их радости многого не надо. Порой достаточно нежных, ласковых слов и внимания, ведь с возрастом они нуждаются в этом. Никто за это не сможет полностью отблагодарить свою мать, даже если отдаст ей все, что в его силах. Благодеяние к родителям – наша религия. Мы утверждаем, что хотим рая, так ведь он под ногами наших матерей. Притесняющий родителей, он даже не почувствует запаха рая. Ему рай станет запретным, не примется его хорошие деяния. А бедствия и печали быстрее настигают его. Аллах проклянет его.
Забота о родителях и их довольство – залог приобретения райских благ, продления жизни, приобретения жизненных благ. Дорогие братья и сестры мусульмане, уважение и почитание родителей в религии ставится на высокий уровень, ибо долг перед родителями бесконечен, как об этом поведал нам посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, в своих хадисах. Ни единого грубого слова, ни даже недовольного взгляда не должно быть обращено в сторону родителей. Почитание родителей становится поклонением, если человек, выполняя предписанное, желает достичь довольства Господа. Ведь довольство родителей — это довольство Господа. Я хотел бы вам сказать, берегите, любите и почитайте своих родителей. Ведь нет им цены. Старайтесь достичь довольства родителей. Пусть родители всегда будут живы. Если вы сейчас цените родителей, то не будете завтра сожалеть о содеянном сегодня. Я готов любому человеку, у которого живы родители, сказать, что он самый счастливый человек. Помогайте им и поддерживайте их во всем. Ведь на сегодняшний день они действительно в этом очень нуждаются. Аллах даровал отцам дар, которого нет ни у кого. Этот дар — мольба отца за сына, которая непременно будет принята Аллахом. Человек никогда не сможет стать счастливым, оставив родителей в страдании. Будь хоть он президент, рано или поздно несчастье постигнет его. Человек никогда не должен забывать, с каким трудом родители, особенно мать, его воспитали. Сколько боли и неудобств они пережили, и сколько сил, душевной энергии и нервов на него потратили. Да одарит нас Всевышний способностью оказывать добро родителям, детям, и сделает нас предводителями наставленных и улучшит наши дела, как